В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. Сегодня мы будем говорить о завершении строительства волоконно-оптической линии связи «Мирный-Сунтар» с гостем нашей студии Анатолием Семеновым, министром инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии. Анатолий Аскалонович, здравствуйте. Доброе утро. Прошло чуть больше месяца со дня назначения вас министром. За это время вы ознакомились с деятельностью всех отраслей, курируемых министерством, пообщались с министром цифрового развития связи и массовых коммуникаций России. Какие сейчас приоритеты вы ставите в работе министерства? Ну, действительно, прошел уже месяц. И хотелось бы, наверное, сказать, что для министра инноваций и цифрового развития, конечно, можно говорить, наверное, про оптоволоконные линии и прочее, но, как ни странно, я хочу сказать, что приоритет для нас это все-таки в первую очередь люди, их благосостояние, и приоритет, особенно мы сейчас хотим очень много внимания уделять детям, да, потому что если мы говорим про цифровое развитие, про будущее, то, конечно, именно сейчас необходимо вкладывать детей в их подготовку, в обучение, и вот об этом мы тоже говорили с Константином Юрьевичем. А какие планы вот именно в образовании? Вы знаете, что когда я работал директором технопарка, у нас есть резидент, это IT-школа Ларионова. Мы сейчас масштабируем его опыт на 8 школ. В этом году, как дополнительные уроки, они откроются в Нижнем Бестяхе, в Якутске, в Намцах. И мы вообще планируем, чтобы этот проект шел вообще по всей республике. Да? То есть, и мы уже сегодня готовили кадров будущего. Цифровая экономика строится на хорошо развитой инфраструктуре связи. Вы сообщили, что к 2024 году к широкополосному интернету будет иметь доступ 84% якутян. Сегодня в ожидании ВОЛС замерла вилюйская группа улусов. Как продвигаются планы в этом направлении и будут ли они выполнены к сроку? Ну, как вы знаете, Якутия на Дальнем Востоке опережает практически все регионы в части проникновения ВОЛС. У нас построено 6 тысяч километров, подключено уже практически 63% населения. И сегодня, да, у нас подключен Мирный, Ленск, Удачный. И буквально 30 августа состоится долгожданное открытие оптоволоконной линии в селе Сунтар. Ну и, конечно же, уже в этом году мы придем в Нюрбу в испытательном варианте, и в следующем году мы подключим Верхневилюйск-Вилюйск. И тем самым мы закольцуем вилюйскую группу улусов, и быстрый интернет теперь будет во всей вилюйской группе улусов в этом году и в следующем. Насколько жители ждут, готовятся к этому событию? Ну, конечно, ждут, ведь вы знаете, что с оптоволоконной линии приходит же и 4G связь, да, то есть вот сегодня компания МТС в Сунтарах также запустит уже 4G, и люди с мобильных телефонов смогут пользоваться всеми благами интернета, то есть смотреть YouTube-каналы, пользоваться соцсетями. И я считаю, что вместе с оптикой приходит и развитие в том числе, то есть туда приходят и образовательные вещи, мы можем развивать телемедицину и многое другое, те же госуслуги. А насколько тарифы отличаются от Якутска, к примеру? Ну, в Мирном, допустим, упала в разы стоимость. Вообще, когда оптика приходит, стоимость, конечно, падает. Она падает постепенно. Вот, если по Якутску сравнивать, мы помним, по сравнению на 5 лет в несколько сот раз упала. То есть раньше мегабит стоил где-то 45 тысяч рублей, сегодня, по-моему, за 800 рублей можно 15 мегабит подключить. Да? То есть 63 рубля мы считали, мегабит стоит. Но в улусах, конечно, стоимость падает в разы. Я сейчас не могу говорить про тарифные планы, потому что их определяет сам оператор. Но я могу сказать, что это тоже в несколько раз падает стоимость. Ну и главное, появляется сама скорость. То есть вопрос даже не только в стоимости, просто оптоволокно дает там очень большую скорость. В Сунтарах с запуском ВОЛС планируется открытие первого частного IT-центра. Расскажите, чем он будет заниматься и какие есть перспективы подобных проектов в других районах? Ну, вы знаете, спасибо за вопрос, очень хороший вопрос. Дело в том, что вы знаете, что республика создает инфраструктуру поддержки предпринимателей, стартапов. Вот, создан технопарк Якутия, есть венчурная компания. Но мы всегда говорили о том, что мы это создаем для того, чтобы в том числе предприниматели тоже шли в эту сторону. И
И вот отрадно, в прошлом году в Якутске была открыта первый частный инкубатор «Коробка» компании «Экстар», кстати, который тоже является провайдером спутникового интернета. И вот с компанией «Экстар» договорились, что они вот будут помогать нам тоже создавать инфраструктуру вместе с компанией «Ростелеком». И вот в Сунтарах, в здании, вы знаете же, цифровое развитие приходит, да, и высвобождаются мощности, и вот Ростелеком в помещениях, которые освобожденных, предоставляет такие помещения для того, чтобы создавать там IT-центры. Ну и вот частный инвестор «Экстар» будет организовывать. Мы планируем, что там будет в том числе и обучение, образовательный процесс, как я сказал, и IT-школа Ларионова. Там будет открыт коворкинг. И все программы развития, которые мы вот, делали в технопарке, мы будем там реализовывать. Да? То есть это будет поддержка стартапов, различных хакатоны. Ну и, конечно же, мы надеемся, что в скором времени с проникновением в ВОЛС, так же как в Якутске, появятся сунтарские стартапы, которые прославятся на весь мир. Есть специалисты, которые заинтересованы в этом? Кто вообще будет работать? Ну, вы знаете, на самом деле ожидания огромные. Вот как ни странно, я еще работая в технопарке, ко мне обращались практически все районы, говорили о том, что да, мы тоже хотим развивать IT. И я вам хочу сказать, что вот, многие, наверное, не знают, что сейчас тот же Google, да, это мы раньше все концентрировали в одних местах, там, да, вот сейчас тоже по тому же направлению идет Сколково, но я хочу сказать, что мир изменился благодаря интернету. И сейчас тот же Google, он говорит про распределенный офис. То есть он нанимает лучших по всему миру. Сегодня можно, сидя там в Якутске, работать на Google или на другую корпорацию. Мы также надеемся, что с открытием IT-парка в декабре этого года появятся IT-центры, и мы сможем распределенно, то есть и компании из города Якутска открывать офисы в районах, и сами районные стартапы смогут тоже... У них появляется железная дорога, то есть они по оптике могут продавать свою продукцию, создавать там мультфильмы, различный софт, игры и прочее, и продавать их по всему миру, повторять успех Майтоны. А как вот эти IT-центры могут повлиять на жизнь села, изменить его? Ну, это в первую очередь, конечно же, это рабочие места. Это вот, я почему говорю больше не про железо, а про людей. На самом деле цифровая экономика как раз направлена на то, чтобы развивать человеческий капитал. Да? То есть мы вкладываем конкретно в людей, и мы надеемся, что в первую очередь появятся рабочие места, понятно, налоги. Вы знаете, что у айтишников очень высокие заработные платы, да, у качественных программистов, дизайнеров, они очень востребованы сейчас. В Якутске их просто не найти. И, конечно же, вот свои задачи по цифровизации района, там, по каким-то своим вещам, то есть появятся люди, которые смогут оцифровывать в том числе и район или наследие. И снова, если говорить про Сунтар, именно с этого улуса начинается внедрение проекта «Цифровой наслег». Определено уже пилотное село Эльгяй. Расскажите, какие цели позволит достичь этот проект и как он будет реализовываться? Ну, вы знаете, у нас Якутия особенная. Мы всегда во всех роликах рассказываем, что у нас 3 миллиона квадратных километров. И у нас очень большая разветвленная сеть наслегов, то есть у нас там больше 600 наслегов. И вы знаете, есть программа, принятая Министерством связи еще раньше по цифровому неравенству, по которому Ростелеком подключает, до 2019 года подключает наслега с численностью от 250 до 500. Ну и вот когда я стал министром, я первый вопрос задал Ростелекому, а что делать с наслегами меньше 250 человек? На что они сказали, ну вот, это может быть не так выгодно и прочее. Но я считаю, что как раз вот одним из приоритетов наша задача, то есть как раз поднимать уровень жизни, в том числе и в наслегах. Да? И мы вот принимаем вот такую программу «Цифровой наслег». Мы сейчас ее начинаем разрабатывать, вот в том числе как раз на ближайшем форсайте мы это будем обсуждать. То есть мы ищем механизмы, возможно, через создание собственного провайдера, собирать их какие-то пулы, да, чтобы это было выгодно, в том числе и провайдерам, подключать маленькие наслега. Вот Эльгяй мы планируем подключить уже в этом году с помощью здесь очень важна активность самих муниципалитетов. То есть это для провайдеров нужно помогать с точки зрения подключения к электричеству, выделения земельных участков, ну и вообще участие, может быть, где-то финансово в том числе, чтобы к этому провайдеру подключались школы, больницы, социальные учреждения. Ну и, конечно же, помимо интернета, 4G, мы надеемся, что в почте, вот мы договорились с почтой, что будет Почта Банк открывать посттерминалы.
Вы знаете, что не во всех наслегах маленьких, там, на северах есть банкоматы, а теперь в 500 наслегах вот Почта Банк будет открывать посттерминалы, где можно будет снимать наличные. И прочее, прочее, там оцифровка музея, создание различных услуг. И я думаю, что вот как раз проект «Цифровой наследие» поднимет уровень жизни. Вот, на это очень надеемся. В СФУ в рамках форума «Айсберг» состоится форсайт-сессия по развитию цифровой экономики в республике. Что это за формат? Насколько реально по его результатам составить дорожную карту развития новой экономики? Ну да, вы знаете, что в прошлом году мы проводили форсайт на Лене, рисовали будущее города Якутска, по которому сегодня уже создано 5 проектных офисов, да, которые там взяли какие-то очень сложные вопросы, которые надо решать. Конечно же, вот придя в министерство, я понял, что направление, вы понимаете же, сейчас мы занимаемся не только связью, нам поставили задачи по развитию инноваций. Вы знаете из названия нашего, это развитие, цифровое развитие, а цифровое развитие, оно касается каждой отрасли, медицины, образования, даже сельского хозяйства. Поэтому мы собрали на этой площадке всех специалистов, в том числе и провайдеров, и самих IT-компаний, в том числе представителей власти. И мы хотим 2 дня как бы обсудить наше будущее, какие наши приоритеты, какие цели и как мы к этому придем. И по итогам 2 дней мы сформируем дорожную карту, по которой родится госпрограмма. Спасибо большое за беседу, что пришли к нам в студию. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Всего доброго и до встречи в эфире. До свидания.